Сегодня по народному календарю рябинник. Церковь зовет его День осеннего Петра Павла, но отмечать его начали задолго до прихода христианства на Пермскую землю. За сотни лет обрядовая часть сильно изменилась, но и сейчас она хранит в себе некоторые следы древности. Все, конечно, посвящено рябине, которую почитали отдельно. Сейчас в Коми-Пермяцком округе активно возрождают былые традиции. Из старинного села Пешнигород. Материал Дмитрия Буланова. Звон колоколов в селе Пешнигород предвещает начало праздника Рябинник. В этот день прощаются с летом. Все сопровождается песнями как на национальном, так и на русском языках. Рябина – главное угощение на столе. Из ягод делают пироги, шанги, украшают сладкие блюда. Для всех присутствующих местные хозяйки показали мастер-класс по приготовлению настоящего кваса. Квас из рябины в наше время – большая редкость. Готовят его лишь единицы. Рецепт передают из поколения в поколение. Ведь напиток обладает полезными свойствами и приятным вкусом. А ведь еще несколько десятков лет назад, вспоминает Мария Суранова, за рябиной выходили все жители села. Даже существовали правила сбора этой ягоды. Рябину собирать нужно умеючи, во-первых. Надо только гроздья брать. И ни в коем случае нельзя ломать ветки, ведь можно навредить растению, и ягод на следующий год может не быть. А в семье, если верить суевериям, из-за этого могли быть беды. Отец нам приносил, и мы садились за стол, и замороженную рябину ели с черным хлебом. Это была такая вкуснятина, потому что сахара у нас в детские годы не доставало. Кроме того, плоды этих ягод, по поверьям, служили своеобразным оберегом. Из них делали бусы, закапывали в землю, а также закрепляли над входной дверью. Таким образом защищали себя и свое жилище от злых сил. Говорили, что даже нечистая сила боится ягод рябины. Для оберега тоже. То есть, чтобы и достаток в семье был, и чтобы не было никакого сглаза. Рябинник – это православный праздник, посвящен святым Петру и Павлу. Во время сбора всегда немного ягод оставляют на дереве для птиц, а после хозяйки начнут делать заготовки, варить варенье и замораживать свежими в холодильнике, чтобы обеспечить всю семью витаминами на зиму. Дмитрий Буланов, Алексей Быков, Вести Пермь.